Здравствуйте, мои дорогие, любимые! С вами снова канал Life. И сегодня мы с вами гадаем на замечательную тему «Кто в вас влюблен?» на момент вашего просмотра. И у нас будет с вами 4 позиции. Гадать я буду на таро белых кошек. Замечательная, красивая, невероятная, прекрасная колода, очень яркая и интересная. Итак, я напоминаю, видео всегда актуально в момент, когда вы его смотрите. Даже если оно записано много лет назад, вы его нашли на просторах интернета, значит оно актуально для вас прямо сейчас. И пока я выкладываю карты, я вас также приглашаю на индивидуальные расклады, консультации и ритуалы. Пишите мне в Viber, WhatsApp, ВКонтакте, в Instagram, в Telegram. Я вам отвечу, сообщу все свои условия, цены. И мы с вами обязательно поработаем. Итак, 1, 2, 3, 4. С чем же мы сегодня украсим наши позиции? Давайте посмотрим. Первая позиция будет далматиновая яшма. Вторая позиция будет горный хрусталь. Третья позиция у нас замечательный вот такой вот авантюрин. А 4 позиция – содолит. Первая, вторая, третья, 4. А те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, потом переходите на свой тайм-код. Я отодвигаю последние 3 позиции, и мы с вами начинаем с самой первой. И тема расклада, напоминаю, кто в вас влюблен. Давайте смотреть. Вышла карта 7 жезлов. Ну, вы знаете, на сегодняшний день, по сути, в вас влюблен человек, который вас отталкивает. Ну, вот так бывает, что всеми силами он старается не пустить вас в свое личное пространство. Этот человек пытается сделать все, чтобы вы не могли пообщаться с ним, чтобы вы не могли увидеть его, чтобы вы не следили за ним в социальных сетях и не могли узнать о нем побольше информации. По сути, возможно, вы были в отношениях или в каком-то общении, но сейчас это общение, вероятно, перекрыто или просто это очень сложное общение, и человеку, ну, тяжело на душе, но он вас любит, то есть он в вас влюблен. Однако и отпирается всячески от вас. Давайте немножечко развернем наши карты. Я здесь вижу карту Император. Император показывает, что вашим отношениям с тем человеком, который в вас влюблен, мешает какой-то мужчина. Мужчина властный или мужчина в положении. Например, семьянин, муж там, да, чей-то. Ну, может быть, и ваш. Также человек начальник, его отец. То есть отец человека, который в вас влюблен, да. Или влюблена, ну, может быть, женщина при муже или при отце, ну, какой-нибудь, может быть, друг, брат, да, то есть кроме начальника, может быть, коллега. И получается, что есть препятствие в виде человека для этих отношений. Может быть, именно поэтому человек, который в вас влюблен, отпирается от вас любыми способами. 2 кубков показывает, что этот человек мечтает о вас, он хотел бы быть с вами, он хотел бы с вами строить отношения или вернуть отношения. Этот человек считает, что вы прекрасная пара, но что-то случилось, из-за чего он не пускает вас в свое личное пространство. Если вы замужняя женщина, здесь все понятно, здесь сразу все понятно. Вы замужем, и тот, кто в вас влюблен, не может с этим смириться. А вот если вы мужчина, карты здесь показывают, что у девушки, которая в вас влюблена, есть, скорее всего, мужчина какой-то другой, и она пытается всеми силами от вас всячески отгородиться, отбрыкаться, чтобы тот мужчина не догадался об этом, потому что она перед ним обязана, она ему как бы должна по праву собственности, хотела сказать, по праву совести, что раз она ему пообещала быть с ним когда-то, да, и несмотря на то, что она уже влюбилась в вас, все равно ей приходится как бы, исполнять то, что она обещала. Давайте еще посмотрим, будете ли вы общаться, например.
Ну, семерка пентаклей, здесь общение придется ждать. Человек так и будет пока отгораживаться от вас, прятаться от вас, делать все для того, чтобы вы не общались. Ну, давайте теперь тогда посмотрим, раз вы общаться пока не сможете, да, человек будет отпираться всячески от этого общения, какие у вас ответные к этому человеку чувства. То есть, насколько вы вообще отвечаете ему взаимностью. Ну, выпала карта тройка пентаклей. Она, знаете, как показывает, что вы видите человека перед собой, замечаете о нем что-то, понимаете, но скорее это какое-то официальное общение. Либо общение постольку, поскольку, допустим, на работе или среди друзей, знакомых, либо вам приходится держать лицо. Ну, то есть вот я, мол, в браке нахожусь, там, да, прятаться от того, что вы поняли, что у этого человека есть чувства, а сами в своих могли немножко запутаться в том плане, что вроде как и чувствуете, да, вот флюиды эти, но не знаете, как вам поступить, и вам как будто приходится оставаться на том месте, на котором вы находитесь сейчас, и не менять его, да, не двигаться с него, извиняюсь за собаку. Так, ну, смотрим тогда, будете ли вы в будущем вместе с таким человеком. Карта суд – это кармические отношения, судьбоносные. Человек вас как бы почувствовал, что вы... Узнавание такое мгновенное произошло, что вы вроде как кармический партнер, партнерша. И здесь будут глобальные перемены между вами в будущем. И, скорее всего, вы будете близко общаться. К чему это конкретно приведет, в этом раскладе невозможно узнать, потому что это еще вилами по воде, как говорят, писано, да, это же не какие-то уже существующие вот прям, ну, настолько отношения, да, чтобы идти к свадьбе там или еще что-то, но каждое отношение, по сути, в руках людей. Карты на это не могут влиять, но они видят, что, да, какая-то связь, она здесь будет. Вот такая вот у нас первая позиция, а мы идем дальше к позиции номер 2. Кто у вас влюблен, давайте посмотрим. Наш горный хрусталь. Шестерка жезлов. Ну, шестерка жезлов – это человек пришел, увидел, победил. То есть в вас влюблен тот, кто хочет завоевать вас. И действует, скорее всего, как-то открыто или собирается действовать открыто. Также карта показывает предводителя, начальника или человека, который руководит какой-то группой людей. То есть по жизни победитель может быть. То есть не тот, кто вас пытается завоевать, вдруг никого там в округе нет, да, а тот, кто является по жизни победителем, то есть довольно властным человеком, но добрым по характеру, способным вести за собой. Я вообще вижу всегда шестерку жезлов как лидера и человека очень позитивного, умеющего улыбаться, радоваться и умеющего с людьми общаться все-таки в некотором смысле на равных, потому что он с ними бок о бок когда-то добивался чего-то, и он знает, что такое люди, кто такие люди. То есть брать и сильно завышать себя перед ними он все равно не будет, хоть у него есть гордость. И, по сути, он хотел бы быть лучше других, но, скорее всего, по головам-то не пойдет, да? Более-менее благородный человек. Вы знаете, с таким человеком вы могли сталкиваться в жизни, когда, допустим, ну, работали где-то или работаете, да, сейчас там ваш начальник или руководитель отдела. Если у вас нет того, кто добивается вас, ну, а если есть того, кто проявляет к вам тот, кто проявляет к вам инициативу, то это он. Ну, давайте еще посмотрим. Четверка кубков. Человек молчит о своей любви, и, скорее всего, все-таки этот кто-то связан с вами по работе. Ну, например, там, не знаю, начальник, руководитель отдела, какой-то очень импозантный мужчина, сотрудник или женщина такая с лидерскими качествами, кто хочет в жизни чего-то добиваться своих каких-то целей, да. Человек стоящий, человек, который именно молчит сейчас о своих чувствах. Поэтому, да, этот человек вряд ли добивается вас, но тут могла быть еще, знаете, какая история, что человек вас добивался, а потом
Потом либо ему это было уже не нужно, то есть он добился своего, да, и как-то там отношения так развернулись, что вы расстались. И сейчас 4 кубков, вы молчите друг с другом. Либо есть другой вариант, что он вас добивался, вы ему не ответили, он добиваться перестал и сейчас молчит. То есть такой вариант тоже здесь возможен. Башня, разрушение идет. То есть идет ситуация, что ваши отношения могли быть как-то разрушены, да, или, допустим, вы работали на одной работе, человек вроде как хотел проявить свои чувства, на что-то там наткнулся, не смог до конца это сделать, да, или как-то показать, допустим, и потом произошло чье-то из вас увольнение, человек сейчас испытывает чувства, но он, допустим, вне зоны досягаемости, а чувства сказать не может. Башня, разрушение идет. Вы могли с таким человеком ссориться. И сейчас, допустим, вы с кем-то поссорились, сейчас молчите, человек вас любит. Ну, такой тоже вариант. Развелись, например, тоже бывает. То есть когда-то ваш муж вас добивался, а сейчас вы развелись и молчите друг с другом. 6 пентаклей показывает, что у вас есть ответные чувства к этому человеку. И что вы хотели бы ему помочь действовать в вашу сторону. Вы бы хотели, может быть, принять его, раскрыть ему объятия, поспособствовать тому, чтобы он изъяснился в своих чувствах. То есть у вас в ответ все-таки есть эмоции. И туз пентаклей показывает, что у вас есть возможность с этим человеком все-таки завязать в будущем отношения и дать, и либо дать отношениям второй шанс, да, либо завязать отношения по новой, вот как будто по новой. И паж мечей показывает, что вы можете еще конфликтовать друг с другом, что у вас не совсем совпадают характеры, тем более, что человек лидер, но вы могли бы строить с таким человеком в будущем отношения. Ну, вот такая позиция у нас номер 2. Интересная позиция, кстати. Давайте посмотрим позицию номер 3, наш авантюрин. Кто в вас влюблен на сегодняшний день? 10 жезлов. В вас влюблен человек, которому, ну, очень-очень в жизни сейчас тяжело и трудно. Он, возможно, оброс долгами, неприятностями, тяжелыми какими-то ситуациями. Он всеми силами пытается справиться с трудностями, но у него ничего пока не получается, ему сложно. Он схватился за 10 дел одновременно, на него куча свалилась ответственности, может быть, какой-то. И такой человек разгребает, но не знает, когда же он все это разгребет. Поэтому в вас влюблен именно человек с тяжелой жизнью, которому сейчас в жизни очень-очень тяжело. Именно сейчас. Я не говорю, что это там у него всегда так будет. Но сейчас на него свалилась куча бед. Паж кубков показывает, относится человек к вам очень нежно и хотел бы пригласить вас, допустим, на свидание или что-то предложить, написать вам, сделать что-то приятное, подарить подарок. То есть у него есть именно романтические, нежные такие чувства. И, ну, посмотрим сейчас, а решится ли он? Решится ли он? 10 мечей. Нет, он не решится, он боится. Скорее всего, из-за своих проблем. Вы знаете, я очень много знаю мужчин, они обращаются ко мне за индивидуальными раскладами, и они боятся подойти к женщине, из-за чего, я объясню. Сам мужчина может оказаться даже очень даже ничего симпатичным и нормальным, подходящим вам во всем, но у него, допустим, кредиты. Он развелся с женой, нужно платить алименты, и он думает, как? Вот свяжусь я с женщиной, она начнет просить то, это, 5, 10. Ей нужны деньги, ей нужно содержание, ей нужно, чтобы я проявил за нее ответственность, а я не могу. У меня кредиты, и как? Она возьмет, что ли, и выйдет за меня замуж, когда у меня такие кредиты? Нет, не станет. Нет, не станет. Мне надо платить алименты, мне надо платить кредиты. У меня, может быть, жена вышвырнула, нет жилья. Меня ни одна женщина не примет. То есть вот именно такой комплекс. И вам нужно об этом тоже подумать, что если вы женщина и гадаете, и спрашиваете, какой мужчина в вас влюблен. Если вы гадаете, вы мужчина, и спрашиваете, а какая в меня там, ну, женщина, например, влюблена, хотя бывают, конечно, и однополые отношения, вот, ну, я могу так сказать, что это женщина с тяжелой жизнью, и она чувствует, что вот меня с моими проблемами никто не возьмет. У меня 7 по лавкам, там, да, 5 детей и долги.
Я влюблена, но сделать ничего не могу. И позвать этого человека, как бы я ни хотела позвать на свидание или еще что-то, больше, чем секс, я не получу. А мне просто секса не надо. Понимаете? То есть, да, человек в вас влюблен. Вот смотрите, я спрашиваю, есть ли у вас ответные чувства. Королева Пентаклей показывает, что какие-то есть. Какие-то есть. Причем вы на человека можете смотреть даже довольно серьезно. Может быть, этот человек комплексует зря. Может быть, нет. Но вам тоже нужно подумать. Вам человек этот, возможно, симпатичен, но станете ли вы брать человека с такими проблемами в отношениях? Станете ли вы водить с таким отношения? Будут ли у вас в будущем отношения с человеком? 7 мечей. Вот видите, украдкой будете следить друг за другом. И также можете завести тайные отношения, но явно не брачные, да. И король мечей. Этому помешает вообще мужчина. Тут могут быть отношения легкие, вне брака, тайные отношения, любовные отношения, секс, там, я не знаю, или общение украдкой от какого-то мужчины в тайне. Ну, или просто в будущем у вас будет другой мужчина, а не этот, а этот со сложностями вам не нужен. Если вы гадаете мужчина на женщину, перед вами у этой женщины будет другой мужчина и встанет перед вами и скажет: нет, я тебе ее не отдам. Ну, вот такая позиция номер 3. Так что тут нужно бороться еще. Не просто так все, да. Позиция номер 4. Содолит. Кто в вас влюблен? Давайте посмотрим. 9 жезлов. В вас влюблен человек очень ревнивый, консервативный. Тот, кто часто заглядывает в прошлое, живет в прошлом. Иногда есть люди, которые вообще живут в советском времени. Но при этом этот человек сейчас с вами не разговаривает. Он уединился, он молчит. И не хотел бы проявлять к вам какую бы то ни было инициативу. Он старается защитить от вас свое личное пространство, информацию о себе. Всячески окапывается, пытаясь защитить что-то свое от ваших почему-то посягательств. С одной стороны, человек вас любит, а с другой стороны, видит вас неким нападающим или разрушителем. Давайте посмотрим, почему он так видит. Королева мечей. Он считает вас строгим человеком. Строгим, и который заставит его плясать под свою дудку, подчиняться, или будет ему мстить за что-то. Считает, что вы, может быть, сердитесь на него, и поэтому старается не общаться с вами, не подпускать к себе близко. Может быть, боится вашей мести. Но этот человек вас искренне любит. Если есть какие-то сложности в отношениях, это не значит, что человек не любит. Давайте посмотрим, есть ли у вас какие-то ответные чувства к такому человеку. Рыцарь жезлов. Ну вот вы как раз-таки такой некий агрессор, я бы сказала. Почему? Потому что у вас есть к нему чувства, этот человек вам привлекателен, нравится, дорог, может быть. Но вы хотели бы, может быть, за что-то его отругать. Или высказать свою ревность, или претензию. Или, наоборот, напористо наскакиваете на него. Вот, интересная история. Что вас связывает? Паж Пентаклей. Отношения, общение, может быть, легкое. Может быть, у вас есть общий ребенок. Но тогда серьезные отношения, конечно. А может, вы разошлись с кем-то, у кого с вами общий ребенок. Но у вас именно с этим человеком ужасные сложности именно в отношениях. Если у вас нет ребенка, карты показывают, что у вас легкие отношения, общение, переписка, но с видом на будущее. Именно с видом на будущее, но сейчас есть сложности. Человек, может быть, вас игнорирует, специально не разговаривает с вами, боясь вашей мести. У вас могут быть отношения в будущем и даже брак с этим человеком. И в этом браке будет часто война друг с другом. То есть вы будете все равно баталии устраивать. Возможно, вы ревнивый человек или тот, кто не терпит любого подвоха. И сразу же начинаете в атаку идти. Человек вас, с одной стороны, побаивается, тот, который влюблен в вас, а с другой стороны, ну, все равно любит, он же с собой ничего поделать в этой ситуации не может. И вам это тоже надо учесть. Может быть, стоит стать помягче, подобрее. И сказать, что мстить вы не будете за что-то там.
И человек тогда будет более лоялен к вам, если вы вообще этого хотите. Но карты говорят, что вы хотите общаться с ним и, по крайней мере, какой-то правды хотите. И у вас есть к нему притяжение, страсть. То есть, по сути, тот, к кому у вас сейчас есть притяжение, любит вас в ответ, несмотря на все сложности. Здесь еще есть одна трактовка. Есть, может быть, человек, который в вас влюблен, но вашим отношениям мешает какая-то женщина. И она враг для этих отношений. И даже если вы поженитесь, она будет всегда вашим врагом. Ну, вот такая позиция номер 4. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Также подписывайтесь на канал Школа Таро Альвиен. Всем пока и до новых встреч. Жду ваших комментариев.